Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Всем привет! Скоро 8 марта, а также самое ожидаемое событие мира смешанных единоборств UFC 259. И мы решили совместить эти два события и сделать для вас крутой контент. И сегодня девушки, которые совершенно не разбираются в этом виде спорта, будут давать прогноз на турнир UFC. Прикиньте, чисто по фоткам. А перед тем, как посмотрите выпуск, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Мы бросили свои работы, чтобы заниматься YouTube, поэтому, пожалуйста, бросьте нам чуть-чуть вашего внимания. Поехали! Всем привет, меня зовут Гуля. Привет, меня зовут Настя. Привет, меня зовут Диана. Привет, меня зовут Айжан, мне 26 лет, говори до возраста. Ой, блин. Да, ну типа там дерутся. Это бои без правил? Или, может, с правилами? Там мальчики дерутся. Ну и девочки тоже. Я, кстати, раньше смотрела с папой утром. United Federation Celebrity. United какие-нибудь федеральные спорт. United Fighting Club. Что-нибудь United, да? И что-то там спорт. Макгрегора знаю и этого. Этот, как его? Его все знают. Да его все знают. Подскажите, пожалуйста. М же начинается с М. Бетов. Нурмагомедов. Ну как? Хабибов. Макгрегора. Ой, они какие-то одинаковые. Оскар Аскаров и Джозеф Бенавидес. Они такие худые, их прям накормить охотой. Они такие взрослые. До скольки лет можно в UFC принимать участие? Такое ощущение, будто им по 50 с лишним. Они не братья? Они просто так похожи, у них даже носы одинаково сломаны. У Оскара много раз точнее ломалось ухо, судя по фотке. Мне кажется, Джозеф. Но они такие, да? Легкий вес. Значит, что, тоже с ноги, что ли? Ну тут, наверное, Джозеф выиграет. У него прическа получше. Наверное, выиграет Джозеф, потому что у него 6 кубиков пресса, а у Оскара непонятно. Ну пусть будет Оскар, пусть он выиграет этот бой, но ему нужней. Он худой, ему нужней. Доминик Круз и Кейси Кенни. Пусть выиграет Кейси, потому что до этого я всегда выбирала брюнетов. Они же тут еще валить же могут. Мне кажется, Доминик. Прикол, да, вообще никого не угадаю. Мне чисто просто визуально тоже нравится Доминик больше, потому что я люблю темненьких, светленькие мне не особо нравятся. Поэтому, думаю, Доминик победит. Надеюсь, по крайней мере, на это. Если нет, то я поменяю свои вкусы. Они как братья. А может быть, ничья. Ну вот, мне кажется, будет ничья, хотя Доминик, наверное, все-таки выиграет. Они будут идти наравне, но все-таки выиграет Доминик. А эти люди вообще существуют? Типа эти бойцы, они какие-то смешные, как будто бы их даже нет на самом деле. Александр Ракис и Тиаго Сантос. Вау! Я за Тиаго Сантоса. Он красивый, он жестко клевый. О, я его знаю, Тиаго Сантос. У него вообще нет кубиков, но мне кажется, выиграет Тиаго Сантос, потому что он похож на человека из GTA. О, тут, наверное, это Тиаго Сантос такой мощнее какой-то. Хоть с пузиком, но у него, наверное, удар сильный. Блин, честно, мне нравится молот просто у этого Тиаго на груди. Я за него голосую в этом раунде. Но он такой прям уверенный, у него такой взгляд, поэтому надеюсь, что он нокаутирует. А у этого, прости меня, Александр, у него взгляд такой прям, будто его уже нокаутировали. О, боже, простите меня, пожалуйста, можно это вырезать? Ислам Макачев. Макачев, Ислам Махачев и Дрю Добер. Мне кажется, Ислам. Он более грозно выглядит. Не знаю, я в этом поединке выбираю Ислама, потому что у него говорящая фамилия. Ну, у Дрю Добера фигура лучше, пусть он выиграет. Ну, у него такая челюсть огромная, да, большая. Мне кажется, он ей возьмет, как-нибудь так прижмет его. Наверное, Ислам победит, потому что он похож на Хабиба.
Петр Ян. О, русский, что ли? Фамилию свою сократил, походу. Янушев какой-нибудь. И Аль-Джамаин. Алжамейн. Или Аль-Ямайн. Стреллинг. Аль-Джамаин Стерлинг. Если я не поставлю на русского, это будет видно? Нет же, да? Нормально? Ну, мне тоже больше нравится вот... Не наши. Ну, просто потому что Россия, я выберу Петю. Петя, вперед. Ну, Петя вообще в сухую, наверное, выиграет, потому что он русский. Удачи. Я патриот. У Петра здесь флаг и крест еще. Еще он Петя, так что я за Петю. Ладно, я ставлю на этого Стерлинга. Ну, ты его видел? Он более такой. Хотя, типа, русский дух, там, чё кого. Я на Стерлинга поставила. Аль-Джамаин, она отправит нокаут Петра. У него еще имя похожее чем-то на мое имя. Ой, девочки пошли. А я, кажется, смотрела этот бой. Женщины тоже, что ли? Так, вау, женщины. А, это еще не состоялось? Все, простите, пожалуйста, я немножко туплю. То есть мы этот, типа, ванги сейчас. Девчонки, с праздником. Аманда Нунес. Нюнс. Меган Андерсон. Ой, Аманда такая хорошенькая. Аманда. Ну, я бы хотела, чтобы Аманда выиграла. И я так понимаю, она уже чемпион, да? Я хочу, чтобы она дальше продолжила быть первой. Но я за Аманду тогда, потому что у нее очень знакомое лицо, и кажется, будто я смотрела вот этот вот бой, где она очень грамотно, так и сильно девочку одну побила. Наверное, Аманда. Типа, с виду такая хорошенькая, побьет ее. Как нифиг делать. Аманда похожа на азиатку. Ну, у нее так много поясов. Значит, наверное, скорее всего, выиграет Аманда. У них будет очень много крови во время вот этого всего. Потому что девчонки, мне кажется, дерутся жестче, чем мальчики. Девочки, с праздником. Израиль. Адесаня. Израиль Адесаня. И Джен Блачович. Блахович. О, какой-то этот, поляк какой-нибудь. Ну, они оба такие суровые, я не знаю, кого здесь выбрать. А может быть, что будут одинаковые? По очкам одинаково быть. А вот у них так будет. Вот это точно будет такой бой на равных. Но все-таки, наверное, Израиль выиграет, потому что татуировки у него классные. Может быть, даже Израиль, потому что он вообще не побитый, а у этого нос покоцанный. Нет, давайте я скажу, что Израиль. Если я сейчас это скажу, вы должны будете это 100% вырезать. Мне кажется, если я выберу беленького, это там скажут, что я российская. Вырежьте это. Но я выбираю беленького, потому что он похож на моего отца чем-то. Но он реально на моего отца похож, поэтому я выберу его. Нокаутирует, конечно, он же на батю моего похож. О, как это мило. Спасибо большое. О, спасибо. Спасибо. Вау, мой первый тюльпанчик. Милота. Я дала неточные прогнозы, это точно. Я уверена в этом. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Тиктокерские поймут. Радуйте девушек цветочками. Всех девушек поздравляю с наступающим 8 марта. Оставайтесь всегда такими же красивыми. Подписывайтесь на канал. Здесь вас ждет еще много крутых видео. Всем пока. Всем пока, ребята. Всем пока! Ну что, друзья, как вам эксперимент? Пишите в комментариях, понравилось ли вам видео. Если понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь. Ведь так нас становится и еще больше. И самое главное, не забудьте поздравить девушку, маму, сестру, всех женщин вокруг вас с наступающим 8 марта, чтобы все у них было замечательно. Всем пока!